Так. Сегодня какое число? Я уже совсем забыл. Мама. Сборы продолжаются. В общем, мы пришли в Walmart смотреть, выбирать палатку хорошую, кемпинговую, большую. Вот, выбираем сейчас тут из этого. Это $120 стоит. Она большая такая. Ну, мы большую выбираем, кемпинговую. И вот из этого Полиман. Не знаем пока что. Но она 155 стоит. Потому что палатка нам нужна хорошая, большая. Доброе утро. Сегодня 6 октября. Сборы продолжаются. Точнее, разборы автомобиля сейчас. Нужно его почистить. Все не нужно выкинуть отсюда, чтобы уже складывать по новой. Как нужно. Вот. Надо пропылесосить тут хорошо. Так, запасочка на месте. Тут полноценное колесо, то есть не катка, а прям полноценное колесико. Здесь вон камера заднего вида, которую я еще не установил, да уже как-то привык, думаю, нафиг, думаю, лень устанавливать. Так, тут все вроде в порядке. Ух ты, а колесико-то запасное, уже деланное, оказывается, вон. Пимпка торчит. Ну, надеюсь, хоть они нормально его сделали. Вон тут стерто, видно, что на спущенном колесе ездили. Так в целом вроде нормально. Надеюсь, без приключений будет. У нас скопилось много вещей всяких ненужных, там детских, наших просто, которые мы не будем брать в дорогу. Сейчас вот будем сдавать их в донейшн. Ну, это ресайкл, короче, одежды. В общем, это все попадет в российские секонд-хенды. Так что круговорот одежды в природе. Одежка хорошая, если что, ловите там, смотрите. Так, вот у нас забрали большой кожаный диван. Аечка возмущается. Куда забрали наш любимый диван? Вообще, как будто от сердца оторвали. Так и есть, наверное, да? Доброе утро. Сегодня какой? 7 октября. В общем, решил вчера проверить уровень моторного масла в двигателе. Достал щуп, смотрю, масло вообще прям аккуратно на минимуме. Прям вот последнее деление минимум, и вот на нем стоит отметка, что там столько масла. Я такой, вау, думаю, ничего себе, она что, масло жрет, что ли? А я тупанул, я не замерил вообще, сколько масла было, когда я его менял. И не прочекал это. Вот думаю, ну ладно, поехал, купил, короче, масло. И смотрю, залил все. Но я забыл посмотреть, я же не подумал. Она у меня стояла на склоне, мордой кверху. Вот, видимо, столько и показывала. Потому что я сейчас проверил, там вообще овер дофига масла, которого нужно сливать. Буду сливать, сейчас буду искать шприц большой и трубочку. Постараться как-то выкачать это надо, потому что там реально масло дофигища, прям перелил я. Ну ладно. Нашел чудом трубочку. Сейчас попробую высосать оттуда масло. Хорошо, Настя, мама. Это какая-то система от молокоотсоса была. Не от капельницы. Посмотрим, что получится. Фух, короче, мне шприц нужен. Вот, без шприца масло хрен откачаешь. Сейчас зашел в аптеке в пару, но шприцы не продают без рецепта. Вот. Что-то другое надо придумывать. Короче,
что самое лучшее я дома нашел, это вот эту грушу. Это соплеоткачка для детей. Теперь она будет маслооткачка. Конечно, долго с ней, блин, она слабая. Маленький объем. Ну ладно, хоть по чуть-чуть сейчас. Так, процесс идет. Часа 3, наверное. 2. Ну так, не спеша, я просто дома сижу там. Она набирается. Ну хер с ним. Тут у меня помощник, он сидит. Помогает. Итак. Нет. Мойте. Как вкусно! Все, у нас Аечку мы отводим последний раз в Питтсбурге на танцы. А мы ходим В следующий на раз неизвестно, в танцы. каком городе пойдет. Да, балерина наша. Да. Я- Oh my goodness, girls. Can you bring your hula hoops and put them on my arm? Let me see. Thank you. And I would like you to go stand by the mirror. Do you want to slide really fast or do you want to do a roll? Do a flip? Oh, you want to slide really fast? Do you want to slide? Okay, I gotta see your hands. Good job. Everybody clap for themselves. Why don't we go get some stickers? Who wants a sticker? Okay. Guys, thanks for dancing. Hi, Brooke. Oh, thank you. Вот этот. Нет, ты не слухай. Ты не слухай. Что у нас тут помывочка перед дорогой? Ну, вообще, в целом, надо пропылесосить все внутри. Так вот, комплектом помыть. Так, в салоне тоже обязательно уберемся. Все блестеть начало сразу. Сейчас, короче, грузим трак. Тут человек забирает у нас диваны, стол. Вот, и я как водитель ему помогаю сейчас. Так, вот сюда свезли вещи. Такой бэби-трачок у нас рентованный. Это вот Ухаул. Это компания, которая вот дает в рент траки, она по всей Америке находится. Вот, шевролешки всякие, там, форды. Берешь там по часам, еще по милям, там платишь, сколько миль проехал. Вот.
Фух, добрый вечер. Сегодня 8 октября, пятница. Сейчас такая замечательная погода. Я по обыкновению вышел вечерком прогуляться по райончику. Такой аромат листвы прекрасный после ливня, после грозы. Здорово. Вот, ну что у нас, какие продвижения? Планировали мы выехать завтра, в субботу. Но наш план сбивается, и мы переносим старт на понедельник, потому что просто мы не успели. Не рассчитали. Количество вещей очень большое. Не очень большое, но откуда столько вещей вообще накопилось, непонятно. В общем, чудеса какие-то. И по срокам мы немножко не вошли в субботу и до понедельника. Ну, лучше в понедельник выехать, честно. Начать с начала недели. Выезжать в выходные не хочется. Вот. И тема лучше. Вот. Хочу еще про индусов поговорить. Сегодня я же помогал чуваку, индусу, забирать вещи. Вот. Индусов вообще здесь в Америке, ну, не знаю, просто по своему опыту. Вот я много работал на мувинге, там еще в Техасе. С индусами никто не хочет иметь дело, потому что индусы скупые ребята, скуповатые немножко. Ну, например, скажу, есть такая тема в Америке, в России, наверное, не понимают, что такое, это типсы называется. Это как чаевые. То есть чаевые даются тебе тогда, когда ты хорошо выполнил свою работу. То есть без косяков, все нормально, все в штатном режиме. И в Америке это норма, особенно на мувинге. Когда ты работаешь, заканчиваешь работу, американцы могут тебя хорошо затипсовать. То есть они могут так тебя затипсовать больше даже, чем ты заработал за часы свои. То есть 50% даже бывает, что так. Что дают тебе денег больше типсами, чем ты заработал. Вот. А индусы практически никогда не дают типсов. По-моему, один раз, когда были, может, и то, это даже не индусы были совсем. Ну, откуда-то оттуда ребята. Вот, один раз там дали под $20. И на мувинге, когда узнают, что надо ехать к индусам работать, ну, там, перевозить вещи, все, никто не хочет работать. Все, это значит практически 100%, ну, 90%, что типсов не будет. И вот сейчас приехал чувак, купил у нас стол, диван, софа, ну, диван с креслом. Мы еще в подарок дали детскую коляску, детскую кроватку, хорошую, почти новую детскую кроватку. Вот. Ну, он сказал, ты типа можешь этот трак водить? Я говорю, ну да. Вот. Ему, короче, нужен был водитель, потому что он сам боится водить трак. Я говорю, окей, завтра помогу. Ну, как бы я без задней мысли просто помочь, почему бы и нет. Ну, и тем более тут наш интерес. Мне главное, лишь бы это все забрали. Тем более еще и продали. Но ему-то какая разница, короче. Мы можем также это выставить куда-нибудь без проблем. Вот, и сегодня я помог ему, загрузил, разгрузил. Как водитель трака и как грузчик. Вот. Ну, он хотя бы мог бы сделать приятно, да, там, ну, хотя бы $20 затипсовать, потому что сегодняшнюю работу, которую я ему помог, он бы долларов бы, не знаю сколько, 300 бы заплатил муверам. Вот. Ну, не в этом суть. Вот просто индусы вообще ребята такие, реально, они то ли, у них культура просто такая, хотя он 3 года в Америке живет, мог бы там, просто сделать приятно и там $20 сверху накинуть. Потому что я потратил 2 часа своего времени. Я не говорю, что там индусы плохие люди, нормально. Но просто в Америке вот их из-за этого немножко недолюбливают. Потому что они просто как-то скуповатые и реально за копейку будут грызться. Это тоже как бы хорошее качество, может быть, за копейку грызться для кого-то, но не всегда. Вот. Но я чисто от души же помог, мне же тоже надо это все куда-то деть. Бог с ним. Это просто я про саму ситуацию, я никак ее не хочу говорить, плохо это или хорошо.
Но в Америке здесь типсовать, давать чаевые – это норма. Я сам, когда есть возможность и когда нужно, я даю чаевые. Но у меня просто таких ситуаций практически нет здесь, чтобы давать чаевые. Я не заказываю никаких услуг и нету. Но если есть возможность, там, например, в парикмахерскую, когда хожу. Кстати, я давно не был в парикмахерской, то всегда я даю там сверху там еще долларов 10-15 накину. Ну, по настроению, как есть. Вот, и это норма. Вот такие вот пироги. Продолжаем готовиться дальше. Еще 2 дня у нас есть. Основные вещи мы все вывезли. Крупные, габаритные. Все продали, все отдали. Остались мелочи. И, кстати, что я тоже сегодня вымотанный такой день. Когда я водил трак сегодня, этот Ухауловский, в нас машина чуть не вмазалась. Там, короче, дело какое было. Я выезжал со двора, а там очень такой глухой поворот, и не видно машин. То есть я смотрю с 2 сторон, нет. И поехал, выезжаю, короче, со двора, и машина вылетает просто какая-то там Honda Civic какая-то там вылетела просто и чуть не вмазалась. Вот серьезно. Там, короче, он спид-лимит превысил в 2 раза, это точно. То есть там было 25 миль в час, он, наверное, 50 летел, потому что он очень быстро летел. И, походу, еще в телефоне затыкал. Он вообще даже оттормаживаться не собирался. То есть прям вылетел быстро, все моментально происходило. И я прям вижу в зеркало, он прям реально вот с задницы чуть-чуть разминулся. Еще немножко бы и вмазался бы в трак. Так что приключений сегодня с индусом вообще хватило. Вот, никогда таких ситуаций не было, блин, а тут такая херня вообще. Вот. Ну вот люди неосторожно ездят просто, очень быстро. Некоторые спидлимит, может, доставщик какого чего-то, блин, спешил куда-то, в телефон затыкал. Блин, будьте аккуратнее, ребят, блин, так нельзя делать. Спидлимит превышать, да еще и в телефоне затыкать. Все, доброе утро. Выложил тут на заднем дворе вещи. Этот стол, сканер, колоночки хорошие. Ну, не плоские, конечно. Это уже модернизированные. Panasonic колонки 5.1. Хорошие колонки, старенькие, но служат, все отлично. Вот. И... Короче. О, hi! I'm sorry, I'm a neighbor up the street. Do you know who's trashing this sidewalk? Oh, I don't know really. It's maybe from club. It's night club. It's many people stay here and put garbage. That's a shame. Yeah. I didn't mean to interrupt. Yeah? I was just, if it's that bar and stuff down there, I was going to call. And I'm trying to get us a sign. Our street's not marked with a street sign, for Palm Beach. So. Oh yeah, yes, I need that. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Trying to sell it. Yeah, we're moving from here. Good luck. Yeah, thank you very much. My son does that all the time. He Yeah? does pretty good on the, Yeah. Good. Good. Okay, bye bye. Have a good day. А вот тут женщина, соседка, интересуется, кто здесь мусор бросает, а тут, короче, тут ночной клуб, и тут на выходные, пятница, суббота, четверг, тут постоянно столпотворение, короче, сюда паркуются, потому что там нет места, и они кидают мусор здесь, вон, вдоль бровки весь мусор валяется. Черти, короче, и там это черный клуб, там одни черные тусуются. Вот, и эти колоночки отслужили, классно. И это сканер, это офигенный сканер, очень большим разрешением, там 5200, по-моему, кэноновский. Я его специально брал для сканирования пленок. Я вот год назад где-то прям решил заняться так вот, прям с пленкой в полном объеме. То есть фотографирую, сам сканирую. Вот, но что-то у меня как-то этот энтузиазм пропал немножко, и я что-то забросил это дело. Сканер обошелся мне долларов 60, наверное. Очень тяжело было найти. Я его купил изначально без зарядки, и мне пришлось заказывать с интернета зарядку, там что-то почти за 50 долларов, короче, вообще дорого. Сейчас выложу, и не знаю, может, кто заберет. Хотя мы его на Marketplace выставили, но вроде никому он не нужен.
С каждым днем все желтее, желтее. Листья падают. Не доведется нам зиму в Питтсбурге провести. Мы думали, как здесь зима, как здесь зима. Но я прошлой зимой тут проезжал, когда работал на траке. Вот, она мне тут вообще ни разу не понравилась. Все время, как я проезжал, здесь была слякоть просто. Снег выпадал, и сразу все таяло. Плюс тут еще реагенты, там соль, все сыпет сюда на дороге. Конечно, город вот такой вот. И там, блин, даже при морозе, наверное, будет слякоть. Тут мне это не нравится. Эх, жалко. Придется выкинуть покрышку. Девать ее некуда. Но обычно я такие сохраняю. Я езжу на них до последнего. Вот здесь дырка даже уже просто использовал ее. Все ресурсы. Вот жалко. Выкину. А так бы висело на стене бы дома. Но нету этого дома. И это хорошо. Не обрастаешь барахлом. Пусть даже с историей. Вот этим штанам, наверное, лет 10 уже. Я их купил в Чебоксарах в секонд-хенде. В улицах Лондона, помню. Вон они все выцвевшие от солнца. Я в них вот в кочевье в это выехал, мировое. Вон. Ну, наверное, выкину их. 10 лет они прослужили хорошо. В принципе, не дырявые еще до сих пор. Сейчас дилемма, как и куда положить прицеп в машину. Вот, чтобы... Не хочется, в общем, внутреннее пространство использовать. Как-то надо будет ее на крышу или сзади ее поставить. За этой фигней надо будет сейчас придумать это все. Кстати, вот этот след, это из Ленобласти, Ленинградской области. Мы ехали, по-моему, какой-то новой дороги, и там просто смолу нахерачили. Вот, и фиг отмоешь ее. Так, а где у нас ребенок-то вообще тут? Опа. Это что такое там шевелится? Жесть. Тут, короче, 5 мешков больших. Это чистая одежда. Собралась. Мы сейчас буду сдавать это в ресайкл. Одежда, обувь. Это все, что вот почти за 2 года накопилось там. Ну, это не все. Еще до этого выкинули вот эти 5 мешков. И еще сейчас что-нибудь там найдется. Так что, блин, удивительно. Все, доброе утро. Сегодня 10 октября. Вчера забрали столы здесь. Столы, сканер, там фотоаппарат пленочный старый. Ну, нормально вещей вчера забрали. Отлично вообще. Прям приятно. Вот. Сборы продолжаются. Завтра у нас старт. Вот, в принципе, основное такое, наверное, сделали. Просто сейчас решить, что выкинуть, что не выкинуть. Сейчас начну машину уже загружать потихонечку. Так, ну что, прощаемся с нашей палаточкой нормаловской. Отслужила нам с самого Алтая. Ну, пришло ее время. Она хотя может еще прослужить, но она уже маленькая совсем, с 2 детьми, вчетвером. 5 с кошкой, с котейкой будет тесновато нам, конечно, в ней. Я чисто тент от нее использую для покрывала какого-нибудь, а сама палатка уже не нужна. Так, у нас тут еще подлетело
то, что можно отдать, что выкинуть. Ну, короче, для нас на выброс. Ну, вот это хороший сканер для обуви, полочка, барбекюшница. В принципе, все можно пользоваться. Может, кто-то заберет. Так, а здесь у нас тоже поставили игрушки тут на углу. Может, кто-то заберет. Вот, специально, чтобы Паечка не видела, потому что для нее это все болезненно. Хорошие игрушки. Вот, ну что, машину грузим потихонечку. Уже, в принципе, основное там все сделали. Вот здесь я прихерачил прицеп. Застроповал тут сверху. Сделал. Вот. Стропой. Потом еще стропу где-то здесь надо будет кинуть. Но боюсь давление сделать, потому что здесь на стекле уже идет. И как бы неохота дополнительно вес делать. Ну вот, а так в целом тут забили практически. Тут все вещи первой необходимости. Там палатка, спальники, все дела. Вот. В багажнике уже, как говорится, дальний угол, потому что здесь будут велосипеды у нас висеть, и багажник постоянно открывать, закрывать, это будет напряжно. Вот, поэтому все главные вещи будут тут. Честно, вымотались за эти дни, вообще за эту неделю. Хочется уже уехать, где-нибудь остановиться на берегу океана, упасть, поставить палатку и упасть. Вот, и купаться. Подустали немножко. Даже в голосе это чувствуется, в голосе сил нет. Вот. Реально с вещами возиться, это так муторно все. Так, ну я тут реорганизацию сделал. Уже вечер. Последняя ночка в этом доме. Короче, я поставил прям в этот самый угол этот кейс. И в тот угол поставил на эту сторону уже прицеп. И вообще входит идеально. Вот, это намного лучше, чем здесь ставить на стекло. Ну, это вообще беспонтовый вариант был. Я вчера так чисто попробовал. Вот, и здесь еще место для сумок, в принципе, остается. До стекла вот это вот пространство. Можно там какую-то большую сумку туда еще пристроить. Вот, а это вообще идеально. Потом стропу кину. И туда еще можно будет кинуть сумок. Сумки туда положить. Вообще идеально. Ну, по идее, сюда и ребенка можно посадить, и он будет. Можно будет так ездить. Мне кажется, он создан для Ильдарка, того, да? чтобы тут ехать. Смотри, прям по размеру идеально вписался, да? Да. Okay. Так, а сюда я пленочку до лучших времен сохраню, потом ее на сканирование отдам. Взял у Аечки книжечку, вот как раз для хранения самое то. Так, сейчас у нас нашлись излишки еды. Много риса, там всяких консерв. Что-то мы себе взяли, что-то вот сейчас мы пришли, сдаем в donation. Это вот просто на улице стоит такой бокс. Вот need some, take some. То есть нужно что-то, возьми что-то. Можно сюда что-то положить, и кому-то пригодится, кто-то возьмет. Вот я риса уже туда закидал. Вот здесь, кстати, интересная штука. Можно старые флаги США сюда сдавать. Вот. United States Flag Retirement Drop Box. Чтобы они не валялись нигде, никто ноги об них не вытирал. Это же гордость. Надо сдавать, вон. Интересно. Еще один доп. Мешок в donation уходит.
Ну, время 11, мы продолжаем сборы, осталось совсем чуть-чуть. Вот, багажник почти весь забитый. В принципе, все загрузили почти. На крышу тоже. В принципе, все готово. Осталось закрыть багажник и нацепить велосипеды. Вот. Так, а тут Настя наводит порядок с нашим мусором. Тут много всего. Но хорошо, люди забирают. Много чего забрали тоже. Игрушки сразу забрали у нас. Все игрушки вытащили, пока Аечка спит. В которой не берем. Аня, если ты взрослая, смотришь это видео, прости. Да, Аечка, прости нас. Но впереди будет еще больше интересного. А игрушки, что это? Куски пластика, все. Главное, чтобы семья была вместе, рядом. Вот. Соседи, кстати, игрушки разобрали все. Там девчонка живет. Лет 8. Сосиска счастливая. Да? Мотаешься тут. Скоро поедем. Завтра утром уже поедем. Будешь по пляжам, по океанам гулять. Живем. Так, ну приделал велосипеды. Настин велосипед мы оставляем. Он уже там все менять надо. Давно хотели от него избавиться. Вот взял ретро Peugeot свой и Chep Travel. Вот пока так. Время 12 уже. Мы вот-вот, в принципе, закончили. Завтра что нам остается? Проснуться, убрать детские ворота с... Что здесь такое лазеть-то? Котейка. Убрать ворота с лестницы и собрать матрас. И все. И отправляться в дорогу. В принципе, мы вроде все собрали. Все, последние штришочки. Фух. Так, время 4 часа ночи. У нас, походу, драма тут навязывается. В общем, собраться-то мы собрались, но котейку не можем найти. У нас котейка как бы обычно сама уже бегает по двору, там по нашему, по улице так рядом. Никуда не убегает. Мы что-то уже легли спать такие. Я думаю, а где котейка-то вообще? Ну, обычно она прибегает, там, убежит, прибежит, убежит, прибежит. А тут ее вообще нету. И, короче, я сейчас иду. Пс-пс-пс-пс. Пс-пс-пс-пс. Это что, кролик или котейка, непонятно. Или зайчик. И, короче, ее нету. Я сейчас пошел по району гулять. Нет, это зайчик там. Похож на котейку так. Блин, завтра уезжать. Сейчас, если она не найдется, придется без нее ехать. Блин. Балда ведь, а? Что, переживать за нее? Куда могла убежать, вообще непонятно. Ночка сегодня вообще тяжелая.